Переходим к рассмотрению дела. Слово для доклада предоставляется судье Кадырбаеву Кракельду Джумалевичу. Доброе утро всем. Конституционный суд Кыргызской Республики 25 апреля 2022 года поступило ходатайство Мацакова Алмазбекова о проверке соответствия части 1 статьи 455 Уголовно-процессуального кодекса, далее УПК, части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Как отмечает заявитель, УПК предусматривает исчерпывающий перечень оснований для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Так, согласно части 3 статьи 451 УПК, вновь открывшими обстоятельствами является: первое. Установленная вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключение эксперта равно подложность вещественных доказательств, протокола следственных и судебных действий, иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие постановление незаконных или необоснованных приговоров, определение постановления. Второе. Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сотрудника органа дознания, следователя или прокурора, повлекшие постановление законного или необоснованного приговора, определение постановления. Третье. Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного дела. И четвертое. Обстоятельства, неизвестные суду при вынесении приговора, определении постановления, которые сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами свидетельствуют о невиновности осужденного или о совершении им иного по степени тяжести преступления, чем те, за которые он был осужден, либо о виновности оправданного лица или лица, в отношении которого дело было прекращено. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 455, суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, выносит одно из следующих решений. Первое. Об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренным пунктом 4 части 3 статьи 455-51 указанного кодекса, и передаче дела прокурору для организации досудебного производства. Второе. Об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым обстоятельствам и отмене приговора, определении постановления суда или прекращении дела. И третье. Об отказе в удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. По мнению заявителей, суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, выносит решение об его удовлетворении только по тем обстоятельствам, которые предусмотрены в пункте 4 части 3 статьи 451 УПК. Таким образом, у суда нет возможности вынести решение об удовлетворении ходатайства по другим обстоятельствам, предусмотренными пунктами 1.3 части 3 статьи 451 УПК, что в свою очередь приводит к сужению прав суда этих обстоятельств и является прямым ограничением конституционного права осужденного на рассмотрение его дела вышестоящим судом и права каждого человека на судебную защиту, которые закреплены в части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции. Как указывает субъект обращения, приведенные выше конституционные положения корреспондируют со статьей 8 Всеобщей декларации прав человека согласно частью 1 статьи 9, частью 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, частью 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, где закреплено право каждого на пересмотр дела вышестоящей судебной инстанции. Заявитель отмечает, что ограничение круга оснований к возобновлению уголовного дела в целях пересмотра незаконного или необоснованного судебного решения, не подлежащего исправлению ни в каком другом порядке, делает невозможным обеспечение правосудности судебных актов и восстановление судом прав и законных интересов граждан, что приводит к нарушению положений Конституции, а также Конвенции о защите прав человека и основных свобод, из которых вытекает необходимость пересмотра судебного решения, если обнаруживается какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство, которое не может не повлиять на существо этого решения. По мнению субъектов обращения, неоднозначность, неясность и недосказанность правового регулирования неизбежно препятствует адекватному уяснению его содержания и предназначения, допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в процессе правоприменения, создают предпосылки для произвола и непоследовательного правосудия. По мнению заявителей, ограничение возможности пересмотра судебных решений, не отвечающих требованиям законности, обоснованности и справедливости, имеет следствием нарушения баланса в защите таких конституционных ценностей, как справедливость и правовая определенность, влекущие
причинения вреда гарантируемым Конституцией правам и свободам человека и гражданина, защита и восстановление которых является конституционной целью правосудия. Если существенно значимые обстоятельства события, являющиеся предметом исследования по уголовному делу, отражены в судебном решении неверно, то данное решение не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено независимо от того, что послужило причиной его неправосудности, неправильное действие судьи, судебная ошибка или иные обстоятельства, объективно влияющие на законность, обоснованность и справедливость судебного акта. С учетом изложенного заявители просят признать оспариваемую норму противоречащей Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики от 18 мая 2022 года обращением Мацакова Алмазбекова было принято к производству. Однако производство это по этому делу по определениям Конституционного суда от 17 октября 2022 года было приостановлено и в последующем 4 октября 2023 года вновь было возобновлено. В Конституционный суд Кыргызской Республики 3 февраля 2023 года поступило ходатайство Нурматова о проверке соответствия пункта 1 и 2 части 1 статьи 455 УПК, части 1 статьи 61, части 4 статьи 58, части 4 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из отмеченного ходатайства, конституционно-правовой основой института возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам является положение Конституции, гарантирующее каждому не подлежащее никакому ограничению права на судебную защиту, а также обеспечивающее каждому осужденному право на рассмотрение его дела вышестоящим судом в соответствии с законом. Данные конституционные положения получили свое развитие в нормах национального уголовно-процессуального законодательства, глава 53 УПК, корреспондирующих с положением Международного пакта о гражданских и политических правах, предполагающими возможность повторного рассмотрения дела в соответствии с действующим законодательством государства, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах, либо если какое-либо новое или вновь обнаружившееся обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, пункт 6 статьи 14. Особенности производства по пересмотру судебных актов в связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств предопределены характером судебных ошибок, для исправления которых и предназначен данный вид производства. В обосновании своих доводов Нурматов отмечает, что 7 сентября 2022 года постановлением судебной коллегии Верховного суда на основании пункта 3 части 1 статьи 455 его ходатайство о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено частично, и уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру для организации досудебного производства, согласно части 1 статьи 455 УПК. 18 октября 2022 года Генеральной прокуратурой было подано ходатайство в судебную коллегию Верховного суда о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам и об отмене постановления судебной коллегии от 28 ноября 2016 года и рассмотрении дела в кассационном порядке. Однако в удовлетворении этого ходатайства было отказано. При этом, как отмечает заявитель, отказ в удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам был основан на пункте 2 части 1 статьи 455 УПК, только лишь на основании которого суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела по новым обстоятельствам, может вынести решение об удовлетворении ходатайства и отмене приговора, определении постановления суда или прекращении дела. Тогда как в заявленном ходатайстве вопрос был поставлен о возобновлении дел именно по вновь открывшимся обстоятельствам и отмене постановления суда. В этой связи субъект обращения ссылается на решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 7 февраля 2014 года, где отмечается, что возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам – это самостоятельная стадия уголовного процесса, значение которой состоит в том, что она является важной гарантией правильного осуществления правосудия, служит одним из средств обеспечения прав и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Следовательно, пересмотр уступившего законную силу судебного акта по уголовному делу и исправление судебной ошибки, допущенной вследствие неосведомленности суда относительно обстоятельств, имеющих важное значение для правильного разрешения уголовного дела, является необходимым условием эффективности судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также поддержания таких ценностей, как справедливость, правосудие и стабильность судебных актов. И с учетом изложенного Нурматов просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда от 2 марта 2023 года обращение Нурматова было принято к производству. 3 марта 2023 года в Конституционный суд Кыргызской Республики поступило ходатайство Касымова, представляющее интересы Зайнабединова, о проверке соответствия части 1 статьи 455 УПК, части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции. Доводы, изложенные в данном ходатайстве, аналогичны с доводами Нурматова. Определением коллегии
Судей Конституционного суда Кыргызской Республики от 3 апреля 2023 года обращение Касымова было принято к производству. 18 уже мая 2023 года в Конституционный суд Кыргызской Республики поступило ходатайство Курманбекова о проверке соответствия пункта 1 части 1 статьи 455 ПК, части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции. Из ходатайства следует, что заявитель обратился в Верховный суд с ходатайством о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам и отмене постановления Верховного суда от 5 марта 2018 года и 2 апреля 2019 года. Верховный суд удовлетворил ходатайство заявителя и постановил передать уголовное дело генеральному прокурору для организации досудебного производства. Однако, по мнению Курманбекова, суд не отменил указанные в ходатайстве постановления Верховного суда, ссылаясь на пункт 1 части 1 статьи 455, несмотря на то, что согласно требованию части 1 статьи 451 УПК, вступившие в законную силу приговора определения постановления суда могут быть отменены и производство по делу возобновлено по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Курманбеков считает, что отсутствие в отмеченном выше постановлении положения об отмене судебных актов, а также отсутствие возможности отмены таковых актов согласно пункту 1 части 1 статьи 455 УПК является прямым ограничением конституционного права осужденного на рассмотрение его дела вышестоящим судом и права каждого человека на судебную защиту, которые закреплены в части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции. Правовые аргументы заявителя, приведенные для обоснования своих требований, аналогичны тем, что изложено в предыдущих обращениях. На основании изложенного Курманбеков просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики от 16 июня 2023 года данное обращение было принято к производству. В связи с тем, что требования в указанных выше обращениях связаны между собой, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, определением судьи-докладчика от 5 октября 2023 года дела по ним соединены в одно конституционное производство. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной ответчиком признана Джогорку Кеш Кыргызской Республики. В качестве третьих лиц привлечены администрация президента Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики и Министерство юстиции Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики по данному делу проведены все необходимые подготовительные мероприятия. Дело готово к рассмотрению. Благодарю за внимание.